Я прошу взять слово заместителя полномочного представителя президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Зязикова Мурата Магометовича. Пожалуйста. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемый владыка, форум Всемирного Русского Народного Собора «Северный Кавказ» в Ставрополе уже стал традиционным. Мы всегда рады вот той площадке, которая сегодня нам предоставлена, и тому разговору, который будет здесь проходить в различных секциях. Хочу сказать самое главное, наверное, это то, что богатство любого народа, любой страны – это люди. Богатство России – не какие-то стратегические объекты, это тоже очень важно. Это люди, это их единение, это сила, это наш с вами народ. Пожалуй, нет человека, который бы не испытывал бы чувство любви, привязанности к своему дому, к предкам, к истории своего народа. Но в нашем понимании это то, что мы говорим, что это шире и глубже естественных чувств, очерченных какой-то одной национальности. Но есть страны разные есть континенты, но в этих странах нет такого народа, как у нас. В этих странах нет такого духовного сплочения, такого единения. В этих странах нет такого национального лидера, как Владимир Владимирович Путин. И очень приятно то, что мы сегодня об этом, я думаю, не раз скажем, что именно при нем произошло объединение Русской Православной Церкви. Именно при нем мы стали свидетелями того, что совсем недавно в Москве появился памятник святому князю Владимиру. Поверьте, я думаю, вы это знаете лучше, чем я, так просто ничего в этой жизни не бывает. Мы все с вами являемся свидетелями того, что происходило здесь, на Северном Кавказе. По сути дела, международный терроризм, стоял вопрос о существовании государства. О конституционном поле, в котором окажется наш регион, именно в тот период народы Северного Кавказа, объединившись, сказали, что нет, терроризм здесь не пройдет, у нас единое, не просто информационное пространство, не просто какая-то территория, у нас единая страна. И все однозначно сказали, что у нас одна формула, у нас один Всевышний, одни помыслы, один государь и одни дела. Мы помним, как проходили события в той же Чеченской Республике. По сути дела, эта часть территории была просто отдана на растерзание международному терроризму. И именно тогда, именно ставропольчане тоже, очень многие сегодня во властных структурах, они пришли, помогли не просто беженцам, не просто какую-то материальную помощь, они участвовали лично в собирании нашей страны. И был проведен конституционный референдум Чеченской Республики, первый конституционный референдум, который сказал, что нет. Это при старшем Кадырове. И я это хорошо знаю, потому что, будучи всенародно избранным президентом Республики Ингушетия, я это хочу подчеркнуть, не через парламент, а из 34 кандидатов, вот эту всю площадку, которую там хотели превратить в поле терроризма, и после взрыва, который произошел в Чеченской Республике, где 94 человека погибло, мы ее переместили с благословения и тогдашнего патриарха, и представителей других религий, конфессий, и, конечно, Владимир Владимирович, и провели этот референдум в Ингушетии, то есть по Чеченской Республике все вместе. Почему я делаю такие экскурсы истории? Вот правильно сказал Владимир Владимирович, мы должны исходить и помнить тех, кто стоял вот у истоков собирания нашей страны. Я еще раз хочу подчеркнуть, здесь было очень хорошо сказано взаимодействие. Я хорошо помню, как строился первый храм в Ингушетии. Вот сидит уважаемый мой владыка Феофан. Его строили в Ингушетии представители всех национальностей.
храм Покрова, его строили все. Сегодня у нас очень много в стране, я как представитель Центрального федерального округа, администрации президента, я хочу сказать, что есть такая российская кавказская цивилизация, и она вечная. Но наш округ – это государствообразующий, культурообразующий, народообразующий, точно так же, как и Северокавказский округ. У нас очень много восстанавливается храмов, мечетей, католических храмов. Очень важно, чтобы эти храмы не пустовали, чтобы туда приходили люди, и всегда вот в этих Божьих домах всегда говорят только по-доброму. Ну и хочу сказать, что величие форума, еще плюс ко всему, то, что мы с вами говорим на современном русском языке. Русский язык – это самое большое богатство. Русский язык – это вопрос национальной безопасности, это вопрос сохранения нашего государства. Потому что язык, на котором мы с вами все говорим, я не умаляю остальные языки народов мира, это Владимир Владимирович, и в том числе самое главное языки народов нашей страны, их 183, по разным оценкам 193, они тоже сегодня, как никогда, им тоже уделяется огромное внимание нашим государствам. Я взял своеобразный такой, провел анализ о русском языке, все, что выпускалось еще при Борисе Николаевиче, при Владимире Владимировиче и при Дмитрии Анатольевиче, вот в ежегодных посланиях наших, значит, знаковых таких вот выступлениях наших глав государств и на госсоветах. Везде, вот лично я убедился, думаю, что и вы, вот те люди, те страны, те политики, их политиками назвать трудно, которые воюют с русским миром, с русским языком, им уготовлено вот просто место на задворках истории. Поэтому я хочу еще раз сказать слова самой искренней благодарности за вот то мероприятие, которое сегодня проходит, оно только начало, и я считаю, что оно уже состоялось. И очень хочется поприветствовать сегодня в нашем зале, в нашей аудитории. Здесь находится Александр Андреевич Проханов. Это выдающийся наш русский, российский писатель, это совесть нации, это человек, который очень много сделал для нашей страны. Вот на единицах, на таких людях и держится наша страна. И, пользуясь такой возможностью, чувствую, что я уже много говорю, хочу передать вам слова самой искренней благодарности за то, что вы делаете, самых добрых пожеланий от полномочного представителя президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе, который очень хотел тоже участвовать, но вот получилось, что по поручению президента он участвует в другом мероприятии. Ну и от Совета по делам казачества, куда я вхожу, пожелать вам всего самого доброго, вашим близким, родным, счастливого долголетия и благополучия. Спасибо. Спасибо большое, Мурат Магометович. И, конечно, вам, как никому, жителю родного для вас Кавказа, понятна тема всех событий на Северном Кавказе в течение прошедшего столетия 1917 года.